Всем привет, всем добрый день, добрый вечер, у кого как. Добро пожаловать на наш прямой эфир. Мурат, привет. Искандер, добрый вечер. Всем большой-большой Добрый вечер, привет. И добрый вечер. Кирилл, привет, добрый вечер, добрый вечер. Приветствуем всех, кто уже присоединился. У нас официальное начало в 6 часов, поэтому ровно в 6 мы стартуем по полной. А пока, Кирилл, привет, добрый вечер. Как твои дела, как Да, привет, настрой Никит, привет, Никит. на, как настрой на чемпионат России, который вот-вот уже через 1,5 месяца? Да, Я слушай, еще посылаю пока полтора всем махаю. месяца, ну, вот Ну именно, так самое поэтому время пока, начинать. пока настроя никакого нету. Еще Хорошо, живем и давай видим. Еще мы с тобой все, чтобы полтора все месяца. видели, как мы с тобой хорошо, Кирилл. Отлично, отлично. У нас настрой точно хороший, мы уже в правильных футболках сборной России. Мгм. Но тоже у меня на самом деле так же, пока еще это все далеко, кажется, 1,5 месяца, Ну, блядь, поэтому время пока, есть. да, пока мандража нету, еще можно потренироваться, что-то изменить, поэтому я полтора месяца достаточно большой срок, поэтому не, нормально. Ладно. Слушай, а у вас там жестких ковидных мер нет в Питере, как у нас в Казани? М, Что без QR-кода Слушай, никуда, даже на вот, тренировку. вот сегодня сказали, по-моему, что по Ленобласти с QR-кодами куда-то будут пускать, не знаю, в общественный, не знаю, куда-то еще. Вот. Но я прививку сделал, поэтому не знаю. У вас как? Мгм. У нас довольно жестко. У нас с этой недели нужен QR-код, чтобы Мгм. попасть на тренировку, в торговый центр, в кафешку. Мгм. Не везде пока там досконально проверяют, сделали ты QR-код, но в большинстве случаев как бы не просто попасть туда, куда ты хочешь. Мгм. Ограничения жесткие, надеюсь, это все скоро снимут, потому что у меня-то ограничения, не ограничения, а наоборот допуск есть, потому что только переболел, а у других ребят, Мгм. да, народ на тренировке сокращается. Вот. Ну ладно, Что, как себя чувствуешь? надеюсь. Ты нормально после? Чувствую хорошо, да, к тренировкам вернулся. Вчера вот вел у детей, сегодня сразу после эфира побегу на тренировку в Акбарс с Мгм. QR-кодом, должны пустить. А что, у вас много сейчас на тренировку-то ходит по народу? Ты сказал, Слушай, что слава не все богу, приходят. довольно много. Тимур как раз Мгм. подключился, он сейчас, наверное, на тренировку идет. Ходит в районе 15-20 человек. То есть для нас это много. Ага. Ничего себе, В нормально, какой-то нормально. момент там приходилось разделять на 3 группы. То есть одна группа это Мгм. там юниоры, одна группа это новички, и третья группа это взрослые. И Ничего выглядит все себе, это так классно. 20 человек, это нормально, да, так неплохо. Нормально, да, да, да. Опа, Вова, привет. Мы не совсем на самом деле поздоровался. Всем привет, ребята. Спасибо, что вы с нами. Да, привет всем. Через минуту буквально мы стартуем. Надеюсь, что будет интересно, весело и полезно. Еще привет. Ну все, 6 часов. Я думаю, можно стартовать. Еще раз всем Мгм. привет. Давай, 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 давай. Кирилл, еще раз тоже тебе привет большой. Да, Для добрый начала вечер всем. хочу представить нас. Я представлю Кирилла, Кирилл представит меня. Кирилл, чемпион Европы среди юниоров 2014 года. Кирилл, член сборной России, четвертый дан Кенде и многократный победитель и призер всероссийских и европейских соревнований. Кирилл, привет. Я думаю, этого парня сверху представлять не нужно, он и так всем известен. Ты, Никита ты про Руни? Ты про Толкишевский. Руни? Ну, конечно, про Руни, не про тебя же. Все, Никита спасибо. Толкишевский, Спасибо. четвертый дан Кенда, член сборной России, победитель Гонконг Азия Кап 19 года, вице-чемпион России 19 года, многократный победитель, призер всероссийских и международных соревнований. Давайте поаплодируем ему. Ну все, ладно, ладно, без лишнего пафоса, как мы планировали, но без этого никуда. Хорошо, у нас сегодня несколько сразу тем актуальных, я думаю, для всех, кто занимается кендо Мгм. или, может, другим видом спорта. Первый из них это тренировки, потому что все видят, Кирилл, да, там соревнования обычно, как один или другой человек выступает, выигрывает там или проигрывает, но не видят годы подготовки к этим соревнованиям. И я хотел бы тебя спросить, как Мгм.
нам сохранять вот уже на том уровне, на который мы имеем, такой спортивно-соревновательный, как нам сохранять и даже прогрессировать постоянно в тренировках, в клубе или в сборной? Такой тяжелый на самом деле вопрос. Я выскажу лично свое мнение. Не обязательно, что оно будет совпадать с мнением у тебя или других. Ну, легче всего, понятно, тренироваться, когда у тебя есть какая-то цель, у тебя там понять через полтора месяца. Сложнее всего поддерживать Мгм. форму, да, и держать себя в таком соревновательном тонусе, тогда, когда у тебя соревнований, собственно, нету. Вот. Да. Понятно, что все у нас из разных городов России, у всех в Москве там много клубов, в Питере у нас тоже там много клубов, в Казани у вас один клуб, вы все тренируетесь вместе. Это Мгм. я к тому, что, ну, как бы состав тренировки, он все время разнится. Там хорошо, если у вас 4-5 человек, которые там приближены к сборной там, города, а может быть даже страны, вот. Мгм. И вам достаточно легко мотивировать себя, когда справа от вас стоит человек, с которым вам интересно как-то соперничать и превосходить его. Но сложнее как раз, когда у вас нету таких людей, либо их как бы, ну, они там, например, на этой тренировке они есть, на этой тренировке вы с ними не пересекаетесь. И с вами тренируются как бы не очень опытные люди. Вот. Что я сказать? Я всегда пытаюсь какую-то мотивацию искать на тренировках. Может, какой-то себе челлендж ставить. Понятно, что как бы, когда у тебя уровень намного больше, чем у остальных, тебе нужно находить какие-то, ну, какую-то мотивацию для того, чтобы тренироваться и Мгм. выкладываться на полную. Потому что, ну, понятно, что никто не хочет, когда против тебя, например, какой-то кюшник, никто не хочет в полную силу там накидывать удары один за одним, потому что это, собственно, не имеет смысла. Но я для себя нашел такой выбор, такой челлендж, что, ну, как бы у каждого человека есть какие-то сильные стороны. И я Мгм. пытаюсь их найти в оппоненте и им противостоять, противодействовать. Поэтому вот это что касается про меня. Вот это мне помогает как бы держать себя в тонусе и совсем уж не расслабляться, не отбывать номер, когда против тебя, например, какой-то кюшник. Там, скажем, не знаю, если против тебя какой-то, например, супер высокий, да, человек, в этом тоже есть польза для тебя. Ты как раз практикуешь с ним дистанцию, пытаешься пробовать с разной дистанции бить и смотреть, как реагирует он, и с какой дистанции ты будешь доставать, какие усилия для этого требуются. Вот. Не знаю, могу Мгм. конкретный пример привести. Вот у нас сравнительно недавно в клубе появился Ташу Мурат, наверное, многие его знают по финалу чемпионата России командного Да, да. первенства. Вот. А, Прославился на всю страну. он очень, да-да-да, он очень быстрый, и при этом он очень хорошо уходит в глухую оборону. Вот. Вот с Мгм. ним я пытаюсь как раз нарабатывать какие-то техники, чтобы скрыть его, когда ты идти на что-то. Вот, поэтому я думаю, с каждым соперником можно найти для себя какую-то мотивацию и цель. Вот. Мгм. Ты что Здорово, думаешь по этому поводу? я полностью согласен с тем, что ты сказал. Я бы еще добавил, Угу, что на том уровне, где мы находимся, важно иногда отвлечься от самого себя, от своих ошибок, своего прогресса, своей подготовки и обратить внимание на то, как растут другие. То есть перевести этот фокус и, угу, научая других, самому получается расти. Ты видишь какие-то моменты, когда пытаешься объяснить ту или иную технику ребятам, ты сам для себя понимаешь, как ее лучше сделать. И вместо того, угу, чтобы зацикливаться на себе. Это мне помогает, особенно в последнее время. угу. Хорошо. А как ты считаешь, это у нас вопрос из зала, так сказать, был, насколько роль Мгм. базовых техник важна в подготовке к соревнованиям, в успешной подготовке к соревнованиям? Базовых техник самых М, простых. Да, я понял вопрос. Вот как раз, если говорить про базовые техники, вот как раз базовые техники очень хорошо отрабатывать с новичками и как раз вот применять именно базовые техники в Мгм. работе с новичками. Я для себя недавно сравнительно понял и открыл, что
базовые техники, они, ну, понятно, что раньше я это понимал, но я как-то больше на это забивал и не зациклился над этим. Сейчас я понимаю, что базовые техники очень важны, Мгм. как и вся база, кихон, работа ног, передвижение. Все это очень важно, когда ты растешь, поднимаешь свой уровень. Вот эта база, она в тебе всегда заложена. Вот как тебе поставили работу ног, как тебе поставили корпус, как тебе поставили работу рук. Мгм. Впоследствии мышечная память у тебя нарабатывается, нарабатывается, нарабатывается. И впоследствии эта база, кихон, движение рук, ног, оно становится частью тебя, и от этого важно избавиться, если ты видишь, Мгм. что как бы что-то ты делал неправильно. И на этот фундамент уже надстраиваются какие-то другие техники, Мгм. какие-то более соревновательные фишки. Поэтому базовые техники, они очень важны. И в частности, очень, очень важны именно вот удары мэн. Я понял, что один из основополагающих ударов – это удар мэн. Если ты его на соревнованиях делать не умеешь, ты уповаешь только там на Давана КТ, на контратаку КСИДО, то Мгм. роста у тебя не будет никакого. Поэтому вот лично для Да. меня я сейчас нарабатываю именно просто классический удар мэн, работая с дистанцией, не знаю, и пытаюсь именно работать в этом направлении. Мгм. Мне в этом плане, кстати, про мэн ты сказал, мне в этом плане Мгм. наоборот. Нужно перестраиваться, чтобы бить не только мэн. Ну вот, да, Хотя у тебя, помню, да, у меня другая проблема. Хотя да. я помню, когда только начинал выступать на соревнованиях, я пробовал разные там исполнять, ну, как бы, не знаю, хикидо, там фирменная техника всех детей и так далее, катэшечки. Но, наверное, первые 3-4 раза, когда я участвовал в соревнованиях, Мгм. я не получал никаких медалей. И тогда вот, ну, не мое это решение, наверное, было, а больше моего папы, то есть моего тренера, в том, чтобы больше нарабатывать мэн. Мгм. Я приехал на соревнования, на которых тебя не было, московские. И я просто, знаешь, я просто вставал из самкё, даже вот еще и не полностью встал, а я уже, короче, бил мэн. То есть я, ну, то есть, вот из этого положения, из полуприседа практически выпрыгивал на мэн. И я так вот завоевал свою первую медаль. Поэтому 100% мэн рулит. Мэн рулит. И про базу дополню еще, что мне понравилось, что сказал Нишимура. И, в принципе, об этом говорят вообще все японские сенсеи и спортсмены. Мгм. Нишимура сказал о том, что когда вы стремитесь там наработать скорость и технику для соревнований, сфокусируйтесь на правильности удара. Ну, про скорость Да, речь, да, да? да. На Мгм. правильности удара ты фокусируешься на ней, работаешь над правильностью, потом скорость придет Мгм. обязательно. Но если у тебя будет скорость без правильного движения, это не принесет долгосрочного результата. Может, пару Ну, побед каких-то вот это случайных как, эпонов да, да, да. Это прилетит. вот как раз возвращаясь к кихону. Правильность выполнения кихона, она очень важна впоследствии для Да. того, чтобы развивать уже скорость там удара и уже более такой, ну, не кихон, а более такой соревновательный вариант, когда ты просто несешься вперед. Вот. Это да, это очень важно. Хорошо. Кирилл, а вот на таком уровне уже спортивном, соревновательном, на высоком уровне, какую роль играет тренер? Часто бывает в клубах, да, когда ты уже Мгм. спортсмен, завоевал все, что можно, тренер уровнем по скорости и технике ниже. Мгм. Но он все еще тренер, он все еще, ну, ты все еще в его подчинении. Мгм. Как тогда быть? Насколько он большую роль играет лично для тебя? Вот если говорить про роль тренера, сейчас будет исключительно мое личное мнение, оно Ты может можешь не отличаться. предупреждать каждый Да, раз. да. Не, Каждый нет, раз. я лучше предупрежу. Я считаю, что роль тренера, она, именно если мы говорим про соревнования, если мы говорим про уже непосредственно а, не вот кенда, а именно спорт, то она Мгм. постепенно, она как бы, роль тренера, она немного отходит на второй план, потому что все-таки в большинстве случаев, да, если мы даже смотрим на Россию, в большинстве случаев тренер уже не такой опытный в плане и титулованный в плане соревнований. И задача тренера – это как раз построить базу, кихон, передвижение ног, вот про то, что мы недавно говорили, да, Мгм. а все остальное – это уже э, человек делает сам, надстраивает уже поверх там какие-то техники соревновательные,
и это уже как бы его задача. Роль тренера может быть где-то помочь какие-то базовые ошибки устранить, да, но в большинстве своем тренер, он вот занимается именно этим, что строит какую-то базу, а ты уже сам, твоя задача это уже надстроить на нее какие-то соревновательные фишки. Опять же, тренеры Мгм. могут быть разные, да. Если у тренера большой соревновательный опыт, он тебе может помочь и указать на какие-то именно ошибки в проведении там поединков и так далее. Но вот в большинстве случаев как бы сейчас те люди, которые тренируются, они уже более опытны в плане соревнований, чем сам тренер. Ну и сейчас добавлю, закончу, сейчас, подожди секунду. Нельзя сравнивать именно вот кендо, да, и там базовые какие-то кихон и так далее с именно спортом и соревнованием. Это все-таки немного другое. Вот когда к нам в Питер приезжала Полин Столлардс, ну, ты с ней, помнишь, да, Мгм. разговаривал, когда Да-да-да. приходила, На она французском. проводила как, Парале да, Франции. да, да, практиковал, да. Вот как раз Мгм. она рассказывала как раз про то, что ей очень тяжело сейчас а, сдавать ей, не помню, на какой она дан, на пятый сдавала, На шестой, по-моему, она после, собиралась или сдавать. на шестой, да. На шестой, А, да. Вот. То есть она говорила, что ей очень тяжело перестроиться, потому что она вот там, не знаю, последние 5 лет, у нее тренировки исключительно в таком стиле, что она готовится к каким-то соревнованиям, там, к Мгм. чемпионату Европы, к чемпионату мира, там, чемпионату Франции, Open de France, неважно. Вот. И перестроиться в один момент и начать практиковать какие-то базовые вещи, чтобы сдать экзамен, ей было очень тяжело. Поэтому как бы вот нельзя это э, приравнивать. Мгм. Мгм. Ну вот, Согласен как-то так. тоже. Безусловно, просто наша работа как спортсменов увеличивается по мере того, как мы растем. Да, То да, есть, да, если, да. если в Мгм. начале пути ты больше слушаешь тренера, стараешься повторить, ты не особо задумываешься, а как мне вот это улучшить, это, ты просто слушаешь, то тут ты продолжаешь слушать, потому что ты со стороны себя, может быть, не так хорошо видишь, как другой человек, тренер это, или это, если это семинар, да, тем более там обычно это еще более высокого класса человек, Мгм. тебе по-любому нужно послушать, как ты выглядишь со стороны. Но в то же время нужно работать над ошибками самому уже, самому расти. Тебя уже никто пинать на тренировке силком точно не будет, Мгм. Ну когда вот, ты, да, да, когда да. ты на таком уровне. Да. Ну хорошо, мы немножко поговорили о тренировках. Это что, на каком языке ислам пишет? Ладно, на японском, наверное. Или Ислам, что-то, привет. что-то на татарском, да? Как говорится. Привет, Ислам. Кирилл, давай перейдем к соревновательной части. У нас эфир называется «Кендо Мгм. Мгм. по-чемпионски». Максимально скромно названный эфир. Вот. Мгм. Да, очень. Хочу поговорить с тобой о мотивации и настрое на соревнования. Мгм. Расскажи, вот как в твоей кендо-жизни настрой на соревнования сыграл позитивную или, наоборот, негативную роль, когда ты не смог настроиться и не смог показать должный результат, тот, которого ты ожидал. А, Это все, конечно, познается в опыте, в твоих ошибках. Мгм. Поначалу у меня тяжело было с настроем, особенно когда ты выходил против какого-то слабого соперника. Ты выходишь такой расслабленный, понимаешь, что сейчас быстренько 2:0 сделаешь и уйдешь. Мгм. Вот раньше у меня с настроем были колоссальные проблемы, и Мгм. это пару раз мне аукнулось. Впоследствии как раз я этому стал больше уделять внимание. Не знаю, наверное, мало кто помнит, ты, понятно, помнишь, но еще будучи ребенком, юниором, юношей, там, у меня большая проблема была именно с нервами, именно э, как с ними совладать и успокоиться. Я и чемпионат России так проиграл из-за того, что я не смог в финале продолжить бой. У меня была такая фишка, что когда я начинал нервничать, меня начинало тошнить. И вот пару раз так поединки я и проигрывал из-за того, что меня просто начинало плохо становиться, в общем. Мгм. Еще будучи, вот, не помню в каком возрасте, наверное, лет в 14-15, я посещал психолога, и который мне объяснил, Мгм. как нужно вести себя, как нужно держать себя, и чтобы у тебя не захлестывали вот эти эмоции, чтобы меньше зацикливаться
на том, что будет, если я проиграю, что будет, если я сейчас... Да, мотк все помнят, да. Вот. Э, э, Меньше зацикливаться на том, что будет, если я сейчас ударю и пропущу, Или не что ударю. будет, если... Да, я или не ударю, что будет, если я сейчас проиграю, а что мне потом Ага. скажут, как это будет, как это скажется. Вот эти эмоции нужно убрать, все эти мысли убрать и зациклиться на том, что вот ты выходишь сейчас и что нужно сделать именно в конкретный момент. Поэтому я как-то достаточно хорошо прокачал именно работу с собой. И наверное, я считаю, что это одна из самых сильных моих сторон, это потому что я всегда остаюсь достаточно хладнокровным и Это точно, кстати. очень, Бро. очень редко меня захлестывают эмоции. Вот это если вот говорить про психологию, про нервы. Вообще, если, допустим, у вас достаточно высокий уровень, вы начинаете соревнования, это мы сейчас говорим преимущественно про чемпионаты России, про какие-то внутренние чемпионаты, когда Мгм. все-таки уровень соперников, он очень сильно разнится. Я рекомендую всегда первый поединок, буквально, не знаю, секунд 30, может быть, минуту, просто попробовать площадку, разогреть ноги, просто попробовать такие легкие удары. Это я говорю преимущественно, когда против вас стоит соперник ниже уровнем. Не стоит его недооценивать, но при этом это время можно потратить с пользой, разогреть мышцы и попробовать просто чуть-чуть вот почувствовать вот это дух соревнований, чтобы потом вам не приходилось разогреваться уже на более сильном оппоненте. На чемпионатах Европы понятно, что это сложнее, потому что ты сразу же выходишь, и тебе сразу же нужно показывать результат. Вот это уже, наверное, посложнее, но это как бы... С этим тоже нужно уметь работать, и включаться сразу тоже нужно уметь. Вот. Мгм. Давай, передам тебе слово. Кирилл, Ты спасибо. На начал самом деле очень договаривать. классные советы. Казалось бы, да, что, ну, если спорт, значит, нужно все решается по тому, насколько ты подготовлен физически, хотя на самом деле практика, даже наша с тобой личная практика показывает, что это совсем не так. И я про себя скажу, что я недавно только, мне кажется, начал осознавать, насколько важно не запариваться в хорошем смысле о своем результате. Если ты начинаешь думать, Да. накручивать себя о том, там, как я, если я выиграю, если я не выиграю, там, что скажет там папа, мама, тренер, там, и так далее. Ты прокручиваешь все эти мысли у себя в голове, и в итоге тебя страх начинает сковывать, и может все закончиться печально. Самое печальное, что ты просто самую сильную свою сторону не покажешь. И мне понравилось в этом отношении то, что история Ейги, думаю, это, наверное, один из самых известных Кэнда фильмов, про, как этот фильм называется, кажется, «Быстрый удар» или что-то в этом роде. Ну, фильм, как он стал сначала чемпионом Японии, а потом чемпионом Мгм. мира. И вот он в этом фильме рассказывает, что он боролся с мыслями о победе. То есть, когда он переборол вот это вот постоянное осознание того, я должен там пробить так, или я должен сделать эту технику и так далее. Он проигрывал, там, он долгое время не выходил на сингл-блок, точно. Спасибо, Марат. На русский, как они перевели? Делай ставку на один удар. Ага, ладно, я не буду читать комментарии, а то мы это отвлечемся. Хорошо. И вот он говорит, и то есть его, ну, большие победы, сначала чемпионат Японии, потом Мгм. чемпионат мира в командном, они пришли, когда вот он научился отпускать это, как бы отдавать это вот это волнение, напряжение по поводу того, как я смогу это пробить и так далее. И это очень круто. Я думаю, что это очень важно. Не зацикливаться на том, ну, вот на конечной, а пошагово как бы идти к победе, какой бы уровень соревнований ни был, даже чемпионат мира. Лучше не запариваться, в хорошем смысле не запариваться. Сейчас я добавлю еще. Еще понятно, что когда у тебя высокий уровень, а когда ты, например, явный фаворит соревнований каких-то, ни было, неважно, чем выше ты забираешься, тем больнее оттуда падать. Поэтому если стоит там новичок какой-нибудь, либо оппонент, который явно проигрывает другому, то как бы фавориту всегда сложнее собраться, потому что он чувствует эту ответственность, вот этот груз позади Мгм. себя, Это потому правда. что как бы если он проиграет, если проиграет противник, который стоит напротив него, как бы ему, ну, вряд ли кто-то что скажет, ну, проиграл, Наоборот, ладно. там, ну, как бы, да, Против тебя круто, был что сильный, вышел вообще. да, против тебя был сильный соперник, как бы, ну, все, молодец,
ты сделал все, что мог и так далее. А если проиграет фаворит, то тут уже как бы камнями его будут закидывать долго. Поэтому тоже это отдельная тема, как вот тяжело быть именно фаворитом и как тяжело, когда все на тебя ставят, и когда, ну, как бы ты понимаешь, что ты сильнее своего соперника. Да. Вот. Ну, отдельно, кстати, можно коротко сказать о том, что настрой на командные соревнования, лично у меня он отличается от личных. И я, ну, вот по своему опыту, пока у меня всегда в командах получалось выступать лучше, чем в личных. Потому что обычно я выходил капитаном, и вот в этом отношении ответственность помогала как-то собраться лучше, не знаю. Мгм. И, может быть, осознание того, что ты не просто сам за себя, а у тебя есть еще Мгм. несколько ребят, которые вместе с тобой. И ты их подбадриваешь. Потом ты слышишь, как они тебя подбадривают. И ты выходишь, и это дает какие-то дополнительные силы. Это круто, на самом деле. Командные соревнования придают, безусловно, к настрою. У тебя так же или плюс-минус одинаково М, настроит и там, и там? Не, я научился настраиваться как на командные соревнования, так и на личные Угу, соревнования. Просто почти всегда командные соревнования идут после личных, вот, поэтому как бы к ним сложнее подготовиться, угу. вот, потому что уже как бы вроде бы личное первенство прошло, вроде бы какой-то результат ты показал, и в голове все равно закрадываются какие-то мысли, что да ладно, сейчас командные, можно чуть-чуть расслабиться, еще там 4 человека помимо тебя, там, а то и 5, Кто-нибудь так что вытащит, если, да, там что-нибудь? да, если что, вот, таких, конечно, от таких мыслей нужно уходить, да. Но тоже настроен на командные соревнования, он, конечно, немного отличается от Угу, настроен угу. на личное первенство. Потому что там ты сам за себя, а там с тобой еще твоя команда. Вот. Твоя команда. Ну, надеюсь, что мы в скором времени снова будем в одной команде, как и вот последний присоединившийся гость. Никита, привет. Никита Сергеевич, привет. Кирилл, я знаю, что ты большой стратег. Ты большой стратег в отношении поединков. Пеп Гвардиола в Кенда. Как минимум, да, Пеп Гвардиола. Как максимум сэр Алекс Фергюсон, Ой, ой, Уэйн Руни. ой. Ладно, ладно, не будем отвлекаться. А, Просто для многих из нас, для меня в том числе, поединок это все-таки больше, это вот момент, это вот, ну, вхождение в поток, ты вышел, ты Мгм. ищешь момент, ты взрываешься, и, ну, и на этом, в принципе, все. Я не очень много думаю во время поединка. Когда я начинаю думать там и как-то, не знаю, пытаться что-то изменить или там пытаться исполнить чей-то совет, кто мне только что его сказал, мне только хуже получается. Вот. Но ты, я знаю, все равно готовишься, ты смотришь на соперника или во время боя часто стараешься изменить тактику. Расскажи, поделись с ребятами своим опытом. М, Даже не знаю, с чего начать. Я просто трезво всегда оцениваю свои шансы и умею пользоваться именно моментом и всегда понимаю, какие у меня слабые стороны, какие Мгм. слабые стороны у соперника. И если в большинстве случаев соперник превосходит меня в скорости, я пытаюсь как-то, так скажем, замаскировать свои слабые стороны и найти эти слабые стороны у соперника. Первые там Мгм. 30 секунд, 20 секунд я обычно не атакую и стараюсь как-то... Ну, это если мы говорим про соперника, которого я не знаю. Понятно, что на чемпионате России, Мгм. когда ты выходишь, как бы все друг друга знают, да, там, может быть, что-то за год изменится, но в целом, да, как бы, когда ты выходишь, ты примерно понимаешь, кто против тебя. Но вот если говорить про меня, то ну, первые 30 секунд у меня уходят на то, чтобы понять, что будет делать оппонент, как он двигается. Я провожу такой небольшой анализ, что стоит делать, что не стоит делать и как себя дальше вести. А дальше я уже смотрю по моменту и пытаюсь как-то либо создать этот момент для себя, либо вынудить оппонента создать его для меня. Вот, поэтому это это вот, да, то, что я обычно делаю. А, Не знаю даже, что еще добавить. Ну, я М, добавлю, наверное, что я пока в этом отношении только, только учусь. Мне, наверное, Вот. даже, знаешь, Мгм. проще кому-то подсказать, там, когда человек выходит на поединок с тем или тем, я могу вот ему сказать, там, вот попробуй это или это, но лично для себя
Пока у меня больше все вот, ну, как-то на такой внутренней интуиции, когда ты уже выходишь и пытаешься что-то исполнить. Наверное, в этом отношении тоже нужно расти. Ну, вот еще, кстати, да, ты вспомнил вот то, что Алена Валерьевна написала там. А, то есть умение терпеть, да, оно у меня, конечно, прокачано на О, максимум. Но, расскажи про терпение. ну, вот самое главное, чтобы вот это умение терпеть не переросло в то, что поединок идет 15 минут, а ты все защищаешься и ждешь этого Да. чудного момента для удара. Вот это да, это, конечно, то, над чем мне стоит поработать. А, вот да, умение терпеть и умение держать концентрацию на протяжении всего поединка – это очень важный аспект, Мгм. на который тоже стоит Здорово. обращать внимание, особенно когда ты на каких-то международных соревнованиях, на чемпионатах Европы, мира и так далее. То есть, опять же, вот если говорить про последний чемпионат Европы, когда у меня был поединок с Берту, сколько он там Мгм. длился? Минут 10. По-моему, Вот, больше. По-моему, больше. ну да, может, чуть больше 10 минут. То есть я примерно видел какие-то моменты для себя, но мне просто не хватало, может быть, чуть скорости, чуть э, не только скорости физической, а чуть такой скорости принятия решений. То есть я чуть запаздывал. Я видел какие-то такие микромоменты для себя, но понятно, что напротив меня стоял слишком опытный оппонент, который как бы тоже видел, что я хочу сделать, и поэтому, собственно, я и проиграл. Вот, но да, это, да, весь график на Весь чемпионате график Европы честный, сбил. Да, да. да, есть такое. Я прошу прощения у организаторов. Поэтому... Это, кстати, не только этот поединок, это же у тебя больше пул Не, был такой ну по, да, да, по сбиву там. Там было да. весело, но ты Да, красавчик в итоге. пул был у меня, конечно, на последнем чемпионате Европы, да, очень такой Пул был жесткий. как отдельные соревнования такие были. Да. Я представляю, как себя Здорово. чувствовали организаторы, конечно. Ладно. Кирилл, ты много побеждал. Не побеждаешь по-прежнему. Ну скажи, были вот в твоей кендо-практике моменты, когда там, проигранные соревнования, отсутствие прогресса, просто какие-то, не знаю, трудности где-то не в кендо, а в жизни, и это как-то сказывалось на тебе? Был ли какой-то этап кризиса? Если да, то как ты вышел из него? М, Нет, конечно, кризисные этапы бывают у всех. Может быть, там прям кризисным этапом его не назвать, но понятно, что после поражения как бы всегда тяжело как-то принять это, особенно когда ты там на протяжении там нескольких на протяжении нескольких месяцев тренируешься, готовишься, а потом выходишь и за, там, не знаю, 5 минут проигрываешь все соревнования. Понятно, что Мгм. с психологической точки зрения это очень тяжело. Ну, как-то научился справляться с этим. Наверное, один из таких самых тяжелых кризисных этапов, это, наверное, год после первого чемпионата Европы в Берлине. Ты тогда ездил еще Как зритель, да. да, как зритель. Вот, то есть я тогда на протяжении года готовился, а Кирилл, прошу получается, прощения, просто смотри, Альберто Соззи подключился. Hi, да, Alberto. Good to see you. We're talking about European Championship, by the way. Sorry, it's in Russian. вот, э, вот, и, ну, вот это тяжело было, когда ты готовишься целый год, проводишь там 2-3 поединка, и на этом твои соревнования заканчиваются. Это, конечно, да, тяжело, вот, и после чемпионата Европы очень тяжело себя заставить снова, снова тренироваться, снова Мгм. искать для себя какие-то цели, мотивации. Ну, как-то с этим надо научиться тоже справляться. У каждого Мгм. какой-то свой должен быть путь, как ты должен справляться с этим, с поражениями и с тем, что ты год потратил на 2 поединка. Да, слушай, я, кстати, вспоминаю чемпионат Европы, тоже один из своих кризисов, наверное, ну, по уровню, по количеству пролитых слез и по расстройству, это, наверное, один из самых больших был. Как раз когда мы ездили с Исламом, который сейчас что-то пишет, и с Мгм. Андреем Чемерисом, и в команде не хватило буквально одного иппона, чтобы перевести поединок в дополнительное время. Причем, как ты помнишь, да, такой интересный случай, когда я пробил КТ, носил КТ я, то есть это должен был быть второй иппон. Мгм. Двое судей подняли, но второй судья зачем-то потом поменял флажки, хотя удар был мой. Но так или иначе, так получилось так, что на следующий день на личных соревнованиях я просто не вышел из пула. Хотя
Я ожидал, что, ну, я верил на победу на чемпионате Европы. Но в итоге я помню, как я много плакал. Я сидел рядом с папой, и папа меня спрашивал, там, ну вообще, что дальше? То есть папа был серьезно обеспокоен тем, что я, ну, навряд ли буду продолжать там, или, не знаю, мотивация у меня сильно упадет. Но как не поразительно вот это было. И еще помню тоже, так что поделиться немножко личными воспоминаниями, как потом мы сидели на командной встрече со сборной и Мгм. обсуждали там результаты сегодняшнего дня. И вот помню мы, то есть ты уже проиграл, а потом идет обсуждение того, как ты проиграл и почему ты не должен был проигрывать, там, почему ты так отстойно выступил. И это было очень тяжело. Я помню, я вышел, и я был в тапочках, и я тапочки, короче, метнул в потолок. Там, вот вышел из комнаты, метнул обе тапочки в потолок. Вот. Потом Никита Иванов подошел ко мне и сказал: Никитос, давай, это, спокойнее, держи себя в руках. Но, слава богу, вот этот момент, когда вот ты идешь, казалось бы, вниз, он наоборот, ну не знаю, как бы что-то зажег новое во мне Мгм. тогда, да, потом у меня был Сингапур, тоже хороший рост, и новый чемпионат Европы. И я верю, что самое лучшее еще впереди. Поэтому, ребята, кризисные моменты бывают у всех, даже у чемпионов. Я думаю, что если бы здесь были какие-нибудь, не знаю, японцы, сенсеи там или какие-то чемпионы мира, они бы тоже сказали, что у них были эти моменты. Про Егу я уже сказал сегодня, что он там долгое время вообще был на таком... Для японских крутанов он был очень на низком уровне. Но он это преодолел. Раз уж я затронул судейство немножко про вот эту историю на Европе. Кирилл, отдельный такой аспект в соревновательном кендо — это судьи и то, что не всегда судьи поднимают правильно в твою сторону, да, когда ты наносишь удар, а судья почему-то не видит, почему-то, да, поднимает другому. Ты как считаешь вообще, что, ну, как быть нам, спортсменам, и вообще нашему российскому кендо вот в отношении повышения уровня судейства? М, Я про судей могу вообще разговаривать на протяжении Это долгого количества. отдельный эфир, да. Да, 18 да, плюс да. будет отдельный эфир. Вот. Я могу очень так долго, короче, про это разговаривать. А, Наверное, первое, что я скажу, я уважаю всех судей, которые судят на чемпионатах там, России, там, Европы, мира, но Кирилл, судьи... терпение, да, Кирилл, не забудь, что твоя фишка — это терпение, поэтому давай сейчас тоже как бы, Мгм. да, Вот, пис. все, я понял, буду держать себя в руках. Э, Давай, Про давай. судей. В России очень мало хороших судей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну, как Самое мы с тобой главное, сказали, двое из них уже здесь, в прямом эфире, поэтому как бы... да-да-да, двое из них уже в прямом эфире. Вот. Я понимаю, что быть судьей очень тяжело. Целый день стоишь в тесном костюме, в рубашке, в галстуке. Все время тебе нужно фокусировать свое внимание, все время ты в процессе, ты все время что-то делаешь, но главная проблема именно судей в России — это их неопытность и то, что у них отсутствует именно опыт судейства за пределами своего региона, там, Сибири, еще Мгм. какого-либо. Вот. Когда вы судите только у себя, как бы, это одно. Когда вы смотрите еще на то, как судят в Европе, как судят, не в других городах, у вас какой-то появляется опыт. Ну и то, что, э, по-моему, Мика говорил с Маркусом на одном из семинаров, Да, да. что как бы, ну, давай скажи про это, раз мы начали, потому что ты лучше это знаешь, меня там не было, это я с твоих слов уже слышал. Да, но это прям, это было вживую, мы сидели уже после Ну, да, да. судейского семинара, кстати, это Мгм. тоже отдельная история, после судейского семинара сидели с Микой и Маркусом, и я их спрашиваю, ну вообще как там судьи-то? А они такие, они просто посмеялись. Я такой, not bad, not bad. Да, not bad. Вот. Но просто они сказали, ну, это они на судейском семинаре говорили, что Мгм. чтобы хорошо судить, нужно хорошо прыгать, нужно уметь делать те удары. Это, Ну да, кстати, ты Ейга должен тоже сам говорил. уметь. Да, да, да. Ты должен уметь делать те удары, которые ты судишь. Понятно, Мгм. что там японские дедушки, которые судят там спортсменов, да, скоростных, быстрых, они, может, с той же скоростью и не сделают. Но когда-то 60 лет назад, 50, они делали эти удары. И
там, ну, по технике, наверное, да, по качеству исполнения, там, скорость не та, но качество исполнения у них будет тоже, поэтому они могут хорошо судить. И в этом отношении, конечно, Мгм. нашим судьям, нам тоже, потому что мы тоже судьи, нужно расти. И тоже хочу сказать, что когда ты, ну, когда как ребенок еще ты выступал на соревнованиях, я выступал, конечно, ты там расстраиваешься, переживаешь за судей, думаешь, ты как они вообще могли там вот это поднять, это не поднять и так далее. Потом, когда ты сам встаешь вот на это место судьи, ты понимаешь, что это очень тяжело. Ты даже вот в какие-то моменты думаешь, а может, может лучше я пойду попрыгаю еще, пойду еще повыступаю, потому что это большая ответственность. Ты понимаешь, что вот один твой неправильно поднятый флажок, особенно если там третий судья тоже спит, да, например, он спит, и если ты тоже проспишь этот момент, то там человек может проиграть, ну, Мгм. я уж не буду так говорить там этими, что это там на судьбу его повлияет глобально, но тем не менее, хочется по максимуму хорошо отсуживать, Да. поэтому Вот нужно расти в этом. еще, да, еще добавлю про судей. Вот одна из самых главных ошибок – это непоследовательность в принятии решений. Я очень часто с этим сталкивался. Ам, И еще одна – это то, что у нас в большинстве своем, там, вот три судьи выходят, один из них, например, намного более опытный, чем два других, и два Мгм. других в течение поединка просто дублируют флажки главного судьи. Да. Я очень часто с этим сталкивался на чемпионате России. Я не буду называть конкретные имена, я думаю, они сами понимают, о ком я говорю. Вот, это если говорить про то, что вот иногда просто два судьи, они отбывают номер и дублируют флажки другого судьи. Если говорить про непоследовательность принятия решений, на последнем чемпионате России был судейский семинар, в котором я участвовал, и вот на нем как раз обсуждались там, допустим, удары до, удары хики до, про то, что их засчитывать, как их нужно засчитывать, Мгм. что должен сделать спортсмен, чтобы его засчитали. Очень много красивых слов было рассказано. На следующий день наступает чемпионат России. И тот человек, который про это говорил весь семинар, не засчитывает кучу ударов до. И потом случается один конкретный поединок, который, к слову, уже ничего не решал, по-моему. То есть он был то ли в команде, по-моему, он был в команде, да. Вот. И тут один из спортсменов наносит удар хикидо, причем вот, ну, абсолютно неуместный, абсолютно плохо сделанный. И этот судья, который на судейском семинаре про это 2 часа утверждал, он поднимает первый флажок и засчитывает этот удар. Поэтому, ну, как бы, я говорю, про судей говорить это А бесполезно. судьи кто? Я Судьи думаю, кто? Как писал классик, да? я думаю, все поняли, про кого я говорю. Вот. Так, ладно, Кирилл, да. Добавлю просто, что отдельно тяжело, если ты судишь, и человек, который на площадке имеет хоть какое-то к тебе отношение, это твой товарищ, друг, там, подруга или родственник. Ну, родственник, конечно, нет, но тем не менее, это Вот, очень-очень... И это еще сложнее. Лучше не судить такие да-да-да. Вот я бои. вспомнил тоже еще одну историю про вот как раз про то, что ты сказал, если там какое-то отношение к тебе имеет человек, который там находится на площадке, э, ну, как бы, наверное, все знают, что там Мика с Маркус Фрей и Мика Салонин каждый год приезжают в Петербург, чтобы провести традиционный семинар. Вот, уже, не знаю, на протяжении скольки лет они приезжают и каждый раз останавливаются у нас дома, поэтому и моя семья хорошо с ними общается, вот, у нас такие теплые отношения, ну и как бы с детства я с ними всегда там, когда мы приезжали на какие-то соревнования, семинары, всегда с ними как-то пересекались, поэтому они ко мне хорошо относятся, вот, и как раз когда у меня был финальный поединок чемпионата Европы во Франции, как раз одним из судей был Мика Салонин, и он говорит, что это был один из самых сложных его поединков, которые он судил, потому что, ну, ему, ну вот из его слов, ему очень тяжело было судить, потому что он не понимал, какой удар можно засчитывать, какой нет, ну, в отношении меня, потому что, ну, он каждый раз, когда я какой-то удар наносил, думал, блин, может быть, сейчас поднять. Достаточно он сделал, чтобы я поднял флажок. Ладно, не, никто не дернулся, ладно, тогда подожду. И вот так он весь поединок стоял на нервах, и в итоге, да,
финальную катешечку, он говорит, нет, все, это точно можно поднимать, все 3 судьи подняли, и он выдохнул с облегчением. Вот. С Так что облегчением. да. Да, вот так бывает, да. То есть ему, наверное, ему важно было там не поднять какой-нибудь удар, Ну который да, был, да, не да. знаю, под сумме там Левый, или по да, да, да. локтю. Да, 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 да. Да. Поэтому лучше своих не судить. Лучше, я помню, вот на чемпионате России мне предложили идти судить поединок питерской команды против московской. Я просто наотрез отказывался, хотя там, давай уже иди суди. Я сказал, нет, ребята, я пойду Не в судить этот раз. Красноярск там и так далее. Не в этот раз, да. Кирилл, немножко вернемся вот к вопросу о личных командных соревнованиях. Был вопрос просто от Маши, нашей От Маши, драгоценной. да, да. Да, был вопрос, что для тебя в приоритете, личка или команда? М, Ну, не знаю, для меня почти всегда одинаково, что команда, что личка, но если говорить на чистоту, мне кажется, у каждого всегда закрадываются такие мысли и появляются они, что, ну, это когда, например, у тебя намного больше шансов, чем с командой. Ну, например, как раз, когда, например, команда твоя не такая сильная, да, то есть ты там в ней капитан, например, но все остальные, как бы, они не такие сильные. И ты понимаешь, ну, трезво оцениваешь шансы команды. И понятно, что в таких случаях тяжело настроиться, но я пытаюсь все равно на максимум выкладываться и, ну, как бы, всегда понимаю, что я ответственен за тех ребят, которые стоят рядом со мной. Вот. Мгм, То, мгм. что было как раз на чемпионате России, когда мы приехали вчетвером, у нас команда была неполная. Ну, перед началом я понимал, что как бы, ну, шансов там выиграть их не очень много. Но проведя один поединок, второй, я видел, как заряжены пацаны, и как бы, ну, я не мог себе позволить расслабиться и показать им, что, типа, мне все равно на них. Поэтому, как бы, я был заряжен на 100%, и, собственно, результат все знают. Мы вчетвером выиграли чемпионат России. Поэтому обычно для Да, меня это все равно. Все равно я максимально настраиваюсь на максимум, что на личку, что на команду. да, но это вообще это отдельное достижение, я думаю, вашей командной победы, потому что вы выступали вчетвером. А про себя скажу, что немножко двойственный момент, потому что, например, в командных соревнованиях я уже побеждал, вот, ну, в командных соревнованиях чемпионата России я уже побеждал. Там мы выиграли Мгм. тоже хороший турнир азиатский. А вот личных побед у меня довольно давно не было. Я вот вспоминаю, по-моему, я последний раз выигрывал какую-то личку аж в 2018 году. Поэтому вот в плане таких личных целей, на таком особенно общероссийском уровне, конечно, наверное, сейчас я думаю, что у меня в приоритете победа в личке. Но вообще, вот тот опыт в кенде, который есть, конечно, командные соревнования, победа и вообще просто даже участие в командных соревнованиях, они гораздо круче, и победа, соответственно, гораздо ценнее. Когда мы выиграли вот этот командный чемпионат России в Казани, столько эмоций, там даже до слез, ну, у многих из нас. И вспоминать приятно до сих пор. Поэтому, поэтому, конечно, команда. Просто вот если про личные цели говорить вот на данный момент, то я бы сказал личку. Личку хочется выиграть просто для такой, для новой уверенности, что ли, в себе, для того, чтобы ее обновить. Вот. Ну, Кирилл, мы не зря с тобой сидим в футболках сборной России. Давай немножко поговорим о том, каково вообще это представлять страну. Ты помнишь? Ты помнишь это? Довольно давно было, да? Уже 2 года прошло Да, с два тех пор, года когда мы уже. последний раз ездили на Россию. М, Не знаю, вот я пытался вспомнить какие-то свои ощущения, которые у меня возникали, когда я первый раз поехал на чемпионат Европы в Берлине. А, Не знаю, может быть, наверное, потому что мы уже с тобой не первый раз ездим, но вот такого ощущения, что ты там представляешь целую страну, что на тебе Мгм. какая-то огромная ответственность, ее не то чтобы нету, но как-то я более спокойно начал к этому относиться. А, Поэтому, не знаю, понятно, что это очень почетно, это очень круто, когда ты едешь от целой страны, участвовать там на чемпионат Европы, на чемпионат мира. А, Но вот масштаб, именно, может быть, вот это реальное ощущение от того, что ты представляешь целую страну, у меня появилось только когда я съездил на чемпионат мира, вот который мы были в Корее. Вот там, когда ты видишь этот масштаб, когда на улице у тебя там баннеры
с рекламой чемпионата мира, когда ты Мгм. видишь эти сборные Японии, не знаю, там США, Кореи и все остальные, вот тогда у тебя, наверное, появляется это ощущение. Я помню, мы стояли с Витей Трофимовым после... у нас закончилась командная разминка, вот, и все начали собирать вещи, мы начали уходить, и мы с Витей были последние, мы как раз остановились буквально пару минут посмотреть на разминку сборной Японии. Там мужики как раз они разминались. Мгм. Вот. И там, конечно, да, ты смотришь на этих ребят, которые там просто разминаются, да. Мы с Витей, конечно, хотели в этот момент просто там же оставить доспехи, снять Кикоги, Хакамы и вообще До больше свидания. не заниматься этой ерундой с палкой, потому что, да, это, конечно, ты смотришь на просто разминку, да, и понимаешь, что, конечно, до такого уровня вряд ли ты когда-нибудь дойдешь. Ох уж этот Витя, да. Ох, этот Витя. Одним словом, да, Альберт. Я скажу, что, конечно, когда ты стоишь, ну, вот на церемонии открытия, особенно в первый день соревнований, слышишь там вот эти там торжественные речи, видишь просто сколько народу, особенно в первый раз, это завораживает. И все равно это большая мотивация. Я согласен с тобой, что ты не чувствуешь вот этого там, не знаю, там, что президент тебе там будет звонить, узнавать, как дела там у сборной России по кендо, да, пока мы не на таком уровне. Пока, к сожалению, мы не на таком уровне. Но, Пока. тем не менее, все равно это приятно. Это, ну, просто, слава богу, что можно выступать, можно представлять страну. И хочется еще, хочется еще больше. Еще повторить это. Кирилл, слушай, ну, мы с тобой видели уже, как уровень, вот ты сказал про Японию сейчас, да, мы лично столкнулись, я тебе больше скажу, да, что мы столкнулись с Кореей, которая тоже, ну, самая близкая по уровню к японской сборной. Напрямую столкнулись с ними. Даже недавно, кстати, пересматривал этот поединок, и все равно, вот мы проиграли, да, 9-0, 9-0, то есть, единственный, то есть у тебя был единственный поединок 1-0, все остальные 2-0 мы проиграли. Но я смотрел, и было не стыдно все равно смотреть. Было классно. Я понимаю тоже, ну, что они, конечно, на российскую сборную не выходили, как на Японию там, или как на Францию, которая, кстати, чуть-чуть их не выиграла. Было близко. Но, тем не менее, здорово, что мы выступили на таком уровне. Я хочу тебя спросить, вот, как ты считаешь, что нашей сборной необходимо изменить в отборе, в тренировках, может быть, в поощрении спортсменов, ну, или потенциальных спортсменов, которые будут выступать, для того, чтобы нам перейти на следующий этап, следующий уровень. Если это не японский уровень, то хотя бы вот там европейский, более сильный. Не знаю, у нас же в большинстве своем очень достаточно молодая сборная. Да. То есть, если вспомнить последние там созывы, да, Ну, допустим, Витя Трофимов, например. ну да, например, Витя Трофимов, вечно молодой, вечно Вечно пьяный. остальные А, как бы постарше, но как бы, ладно. вот. То у нас достаточно молодая сборная. Просто не хватает опыта и не хватает какой-то систематической, наверное, подготовки. И так, не так, чтобы у нас, допустим, проходит чемпионат России, мы по одному чемпионату России выбираем сборную, которая в следующем году поедет. Для этого, Мгм. конечно, были сделаны сборы, но, опять же, одни единственные сборы, они не показатель. Там один травмировал, помался. Третий просто Мгм. приехал, у него нет настроения. Четвертый, я не знаю, там по работе не тренировался там месяц до этого. У всех разное состояние. Вот, поэтому, ну, вот эти сборы, да, это, ну, это несерьезно. Такого не должно быть. Такого не должно быть. Вот, чтобы просто одни сборы, и потом вы едете на чемпионат Европы. Да, и также, наверное, не должно быть на сборах уже перед Европой, что вы бегаете 10-километровые кроссы. Вот, наверное, это тоже не должно быть. Ну и хотелось бы, чтобы все-таки сборная была сборной, чтобы это было видно. Не так, что, не знаю, там один едет в трениках, другой едет, не знаю, там в спортивном костюме, другой в джинсах. Должна какая-то единая форма, там, я не знаю, какая-то, чтобы как-то это даже со стороны смотрелось как сборная. Это может быть какая-то такая не очень важная часть, но для меня это
не знаю, для меня это важно, когда вот у тебя сумка с, не знаю, там, с флагом, когда у тебя у всех у вас там Танагуи, я вычеркиваю состав, не надо. Все, беру, все, прошу прощения. Все, сейчас. Витя, прости. Вот. Одна форма. Там не так, чтобы, допустим, каждый покупает форму за свои деньги, да, не так, чтобы я прошу форму там у другого человека, а так, чтобы там всей сборной купили бы одну форму и все. И вот мы едем, у нас одна форма, и со стороны даже это выглядит сильнее, и люди со стороны смотрят, блин, реально, вот идет сборная, а не просто сборище людей, которые что-то приехали, один там идет в трениках, у другого дырявый носок, четвертый в кипарике идет, вот. Поэтому вот такого не должно быть. То есть хотелось бы какой-то сплоченности. Ну, это я не только говорю про там экипировку, но и в целом, чтобы как бы состав, он был натренирован и из года в год, да, может быть, появлялись новые лица, но Мгм. как бы все равно вот костяк какой-то, он из года в год ездил бы на чемпионаты Европы и мира, и я думаю, лет через 5, может быть, пораньше, все шансы есть запрыгнуть командой или в личке в призеры. Пусть будет так. Я тоже так думаю. Хочется быть в этой сборной, да, Кирилл? Да, да, хотелось. Да, да, ты что-то ты вытираешь глаза. Не, я Я комменты добавлю о читаю том, просто. что... ну там, да, отдельный диалог уже пошел. Я добавлю, что, конечно, хочется, чтобы спортсмены поощрялись и участие в сборной, членство в сборной, и, конечно, медали как-то поощрялись со стороны федерации, чтобы молодые ребята, особенно, которые на юниорском уровне, они пока учатся в школе, у них есть там свободное время и так далее, они спокойно ездят, но потом они там, не знаю, уходят уже, они начинают учиться, работать, и Кэнд отходит на второй план, так, чтобы посвящать там дополнительные какие-то часы свои драгоценные, свободные тренировкам или тем более соревнованиям, уже мотивация, соответственно, становится меньше. А Ну если да, было она бы какое-то уходит. поощрение, было бы здорово, я думаю. И еще добавлю, что, конечно, важно, чтобы была дружная команда. Вот самые классные воспоминания, ну или одни из самых классных воспоминаний с чемпионатов Европы и мира, это вот эта, ну, атмосфера, что мы команда, мы поддерживаем друг друга, мы как-то разговариваем, мы там радуемся или плачем, когда кто-то проигрывает, выигрывает. И важно это сохранять. Но это работа тренера и капитанов, я думаю, команд там мужской, юниорской, женской, чтобы была вот эта атмосфера поддержки там, и готовности там, в любой момент чем-то помочь. Это очень здорово. Это запоминается, я думаю, на всю жизнь. Эти моменты классные. Ну да, вот про мотивацию еще. На Я Сайонаре не, Маша пишет. Да, Маша, на Сайонаре. я не говорю, что там нужно, не знаю, э, просто закидывать деньгами и там выплачивать какие-то зарплаты. Я просто говорю про то, что, допустим, вот какой-нибудь парень там 18 лет съездил на чемпионат Европы, там, приехал с хорошим результатом, потом у него университет, у него куча учебы, какие-то новые интересы появляются, он переезжает, не знаю, в другой город, вот, может быть, даже продолжает тренироваться. Вот какая у него должна быть сила воли, чтобы найти в себе силу, мотивацию, опять снова тренироваться, чтобы потом, чтобы платить деньги за тренировки, платить деньги, чтобы участвовать в соревнованиях, платить деньги, чтобы потом, там, я не знаю, поехать куда-то на чемпионат Европы, там какие-то деньги. Хотя нам оплачивают, но все равно какие-то деньги у тебя должны карманные, на карманные расходы. То есть мотивация пропадает из-за того, что как бы, ну, зачем это ему? Он уже выиграл, допустим, чемпионат Европы. Зачем ему дальше там что-то делать, если он уже этого всего достиг, и потом этим продолжать заниматься? Да, мотивация нужна не только внутренняя, но и такая вот, ну, Внешне. как внешняя, да, внешняя, что бы это ни значило. Там Хорошо. какой-то вопрос, по-моему, был по Вопрос был, поводу да-да-да, точно, точно, точно. Вернемся к профессиональной, вопросу. Есть ли смысл профессиональной сейчас в кенда. профессиональном кендо? А его Я нету. думаю, что, ну, Ну, что такое профессиональный кендо? Профессиональный кендо — это когда ты тренируешься больше 3 раз в неделю, когда ты, не знаю, у тебя есть полноценные тренировки, когда ага. это чуть больше, чем твое хобби. А такого у нас нету. Есть, Особенно наверное, но это сейчас. больше И вряд ли... для, ну, это как для тренеров, только если, да?
Для кого-то, Ну, я не наверное, знаю, может быть. я не понимаю понятия профессионального кенда. Что это значит вообще, профессиональный кендо? Профессиональный кендо есть в Корее, оно есть в Ну да, Японии. У нас его нету, у нас поэтому его пока не нет. знаю. А есть ли Это, смысл, ну хорошо, вот, да. ну, было бы здорово, чтобы оно было, чтобы ты мог быть Не, ну спортсменом. хорошо. Ну, а что такое профессиональный кендо? Вот объясни мне, что это значит? Чем профессиональный кендо отличается, не знаю, от любительского, от просто кендо? Ну, Я думаю, что это когда речь идет о соревнованиях и том, что если ты член сборной, ну, скорее всего, да, когда ты член ну, сборной или когда ты, по крайней мере, мгм. в резерве этой сборной находишься и тренируешься, то ты получаешь, наверное, какую-то зарплату. То есть это практически твоя профессиональная деятельность. То есть ты там совмещаешь, может, как-то с чем-то, но это вот на таком высоком уровне. Если я правильно понял это понятие на самом деле. Ну, то есть, типа, профессиональный кендо отличается от обычного, что тебе платят за то, чтобы ты тренировался и участвовал в соревнованиях, правильно? Ну, я так думаю. Ну да, когда зарабатываешь этим, Ну, пишут, не да. знаю. Не Ну да знаю, ладно, не ладно. знаю. Такой спорный вопрос, на самом Сложный, спорный. сложный вопрос, да, Я думаю, что не смысл знаю. есть. И, Конечно, ну, смысл, вот, смысл есть, если ты соревнуешься, и у ну да. тебя еще есть какая-то, ну это та мотивация, о которой мы говорили сейчас, отчасти. Ну, вот да, то, что говорят, ну, допустим, если приводить в пример какие-то другие виды спорта, допустим, я не знаю, а, какой-то есть спортсмен в каком-то виде спорта, ему платят деньги за соревнования, он там выходит за тренировки, потом он там тренируется, приезжает на соревнования, и часть этих денег он, ну, теоретически должен отбить. Я не знаю, там, может быть, какая-то Мгм. реклама присутствует, потом за первое, второе, третье место, не знаю, там, какой-то призовой фонд, он потом часть этих денег возвращает, плюс часть денег там, ну, я не знаю, рекламодатели платят, спонсоры, еще что. Ну, короче, эти деньги, они не просто, типа, вливаются, он приезжает, бьется и все оставляет себе. Это какой-то выхлоп должен быть. Ну, то, что вот Алена Валерьевна как раз написала. Мгм. Мгм. В общем, смысл есть, конечно, в профессиональном кендо, я считаю. Ну, теоретически, да, конечно, но на практике вряд ли. Да. Но а если говорить о том, когда твой спортивный возраст все-таки подошел к концу, ты понимаешь, что тебе 50, ну, смотря какой ты человек, да, ну, не 50, конечно, наверное, пораньше. Для всех по-разному, конечно, 35, 40, может еще позже. И ты понимаешь, что ты уже не конкурентоспособный спортсмен, если мы говорим о там, сборной России в первую очередь. Вот для тебя, Кирилл, есть ли какая-то перспектива в кендо после завершения спортивной карьеры? Тренерство, рост может быть как ну, в экзаменационном плане, то есть чтобы там, до 8-го дана дойти в этом плане, или в судействе, опять же, который мы сегодня затрагивали, расти, становиться профессиональным судьей, может быть, судить на чемпионате Европы или мира на сегодняшний день. Как ты считаешь? М, Не знаю, вот мы уже с тобой достаточно долго занимаемся, и с каждым годом я бы не сказал, что да, и не знаю, что-то меняется в лучшую сторону кардинально. Вот сколько уже, 16-15 лет я занимаюсь. И я с каждым годом вижу, что больше и больше каких-то препятствий для того, чтобы заниматься спокойно, ходить на тренировки, особенно сейчас, когда там ковид, ограничения и так далее. Все больше и больше требуется личных денег, да. Когда ты ездишь по мелким пацанам, родители все платят, тебе как бы, ну, в принципе, все равно так. Ну, заплатили, ты не понимаешь ни ценность, ничего. Вот. А сейчас, когда ты уже, так скажем, вступил во взрослую жизнь, зарабатываешь сам, ты начинаешь ценить деньги и понимать, что как бы стоит ли это того. Допустим, сейчас на чемпионат России, да, нам отказано в финансировании. То есть мне нужно за свой счет приехать на чемпионат России, благо недалеко ехать, да. Допустим, он был бы где-нибудь там на другом конце страны. Это уже другие Мгм. деньги и другой разговор. Заплатить за участие, заплатить за проживание, заплатить за питание и так далее. И, ну, как бы, стоит ли это вообще того? А потом поехать также на соревнования и тоже платить за это деньги. Не знаю. Ну, мне интересна только соревновательная часть. Я не хочу быть ни судьей, ни тренером. Мне это не интересно. Мне, может быть, нравится быть близко к команде и быть таким, типа, Менеджером, да?
Манагером, Каким? ну да, Манагер, менеджером, манагер, манагером, по-русски, да. да? Манагером, да-да-да. Манагером, быть около команды, настраивать их там. Вот это мне интересно, но все равно как бы я все равно чувствую, что мне интереснее быть больше на площадке, нежели за ее пределами. Вот. Мгм. Опять же, сдавать экзамены тоже мне не очень интересно. Ну, как я уже ранее говорил, это отдельная часть кенда. Вот. Поэтому это для меня это не очень интересно. Соревнования, там, победы, поражения, для меня это дух соперничества, вот для меня это в первую очередь. А все остальное мне не очень интересно, поэтому, не знаю, может быть, у меня поменяется мнение, но на данном этапе мне не хотелось бы не заниматься ни судейством, ни тренировками и не участвовать в соревнованиях. Мгм. Ну, я про себя скажу, что тоже какое-то время назад вообще даже ну, и думать не думал о том, что я могу какое-то там особенно дополнительное свое драгоценное время уделять на то, чтобы тренировать или судить. Пока, наверное, не было. Ну, практика судейская была, но чтобы судейских семинаров, наверное, не вспомню, кроме чемпионатов России. Но сейчас я вижу, что вот это желание появляется на сердце, в том, чтобы помогать расти другим. Ну, ты видишь как бы там детишек тех же, да, которые там на первой тренировке уже из ничего, они уже начинают там делать в умикоме, делать акуряси, делать мэн и так далее. Конечно, можно задаться философским вопросом, а зачем вот это все кэнда там, а зачем оно нужно вот этим детям даже. Ну, я раньше, по крайней мере, об этом думал, но сейчас думая об этом, я понимаю, что все равно это нужно. Для многих, ну, я на детей немножко переключился, да, просто у нас сейчас тренировки идут в 7-й гимназии, и я Мгм. понимаю, что, конечно, не для всех, но для какого-то ребенка вот этот коллектив, это все равно воспитание через тренировки, через опыт соревнований, это как-то может положительно сказаться на их жизни в целом. Я видел свой пример, я видел пример других ребят. Я видел и антипример, конечно, когда человек, ну, занимается кендо там многие-многие годы, он, ну, не сказалось это никак на нем. Но, тем не менее, я думаю, что в кендо, безусловно, есть смысл вот именно даже для повседневной жизни. Поэтому мне Мгм. хочется в этом Ну, расти, в у тренерстве. всех по-разному. И да, и, кстати, вот тоже отдельно про свой опыт скажу. Круто, когда получается вот как тренер, ну, или как играющий тренер у меня получалось так, ну, какую-то тактику провернуть во время там командных соревнований особенно. То есть правильно поставить ребят, одного сюда, другого здесь, там сильного вывести на слабого, ну, там отдельные моменты. И когда это успешно получается, ты понимаешь, это, ну, это круто. Это круто, когда получилось какое-то тактически правильное решение принять. Это здорово. И потом у нас с тобой был вместе в Казани у нас. Мне это понравилось. Я думаю, что было бы здорово повторить как-нибудь. Это, ну, помнишь, да, как мы с тобой ночью сидели, там, пытались что-то придумать. В один момент все 15-16 лет Кенда ну, вылетели из головы, как будто, да, но в конечном итоге мы вышли с чем-то, и я думаю, мы можем больше и лучше. Это тоже По интересно. вопросам сотрудничества в Директ, если что. Да, номер карты в описании. Номер карты в Это шутка, описании. конечно. Да. Но если Для серьезно, кого как. вдруг кто-то хочет нас пригласить на семинар, пожалуйста, обращайтесь к одному из нас. Мы будем рады к вам приехать. Кирилл смеется, но я серьезно говорю. Да, нужно использовать эфир для рекламы наших услуг. Ну а мы потихоньку подходим к концу. Может быть, есть еще какой-то вопрос, который вы хотите нам задать, чтобы мы на него постарались ответить. Если нет, то это было классное время, тоже классный опыт, Да, очень ответов на понравилось. вопросы. Да, Кирилл, тебе спасибо огромное, что из далекого холодного Питера смог к нам подключиться. Да не такого уж холодного. Не такого уж и холодного, но все равно, ветреного. Да, я думаю, Да, вопросов тебе спасибо за больше нет. приглашение, было интересно, да. Да, было здорово. Ребята, я побежал на тренировку, не знаю, как Мгм. Кирилл. Не, у меня сегодня тренировки нет, я Сегодня сегодня тренировки нет, отдыхаю. да. Да, но я побежал отрабатывать на практике то, о чем мы говорили. Мгм. Да, продолжайте заниматься кендо. Всем большое спасибо. Да, До новых всем встреч. спасибо. До Давайте, новых всем встреч. пока. Спасибо. Всем пока.